Очередное заседание депутатов Народного собрания 7-го созыва начинается с самой обсуждаемой в мире темы. На повестку вынесли признание России независимости Донецкой и Луганской народных республик. Парламентарии прокомментировали решение Владимира Путина. Уважаемый Владимир Владимирович, депутаты Народного собрания Республики Ингушетии поддерживают решение о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве суверенных независимых государств. Выражаем полную уверенность в том, что при подписании вами указов о признании независимой Донецкой и Луганской республик сложившаяся ситуация является единственно верным и правильным решением как для дальнейшей судьбы самих новообразованных государств и его населения, так и для нашей страны в целом. Более 7 лет с момента подписания Минских соглашений руководство Украины, мирное сообщество не сделало ни одного шага в сторону стабилизации, нормализации общественно-политической ситуации в жизни населения на территории Донецкой и Луганской народных республик. За это время сотни тысяч жителей ДНР и ЛНР стали гражданами Российской Федерации. И в этот период неопределенности, когда Украина стягивает войска тяжелого вооруженного в всей линии соприкосновения на границе с ДНР и ЛНР, решение о признании суверенитета, а также подписание договора о дружбе, сотрудничестве, взаимной помощи вселило уверенность жителей Донецкой и Луганской народной республики, что они будут защищены Россией. Массовое празднование, постучая подписание вами указа о праздновании Донецкой народной республики и Луганской народной республики в качестве суверенных независимых государств является ярким подтверждением правильности выбора курса по обеспечению мира и безопасности на территории двух республик. Депутаты Народного собрания Ингушетии всецело поддерживают шаги, предпринимаемые президентом, отметил спикер парламента. Также Народное собрание подготовило обращение к духовным лидерам и всем жителям Ингушетии, в котором говорится: Уважаемые духовные лидеры и жители Республики Ингушетия, необходимость данного обращения к духовным деятелям и жителям Ингушетии продиктована целым рядом проблем, мешающих планомерному развитию и консолидации республики. На сегодняшний день мы столкнулись с отсутствием должного единства гражданских институтов. При этом разобщающим фактором является совершенно недопустимый раскол общественной основы нашего народа – духовенства. Мы все помним и знаем, что в период депортации ингушского народа общая беда сплотила людей и весь наш народ. Это помогло нам выжить в тех нечеловеческих условиях. Проявив немыслимую волю к сохранению этноса путем единства, люди стали поддерживать друг друга. Было немало случаев прощения кровной мести враждовавшими тейпами. Такое проявление благородства угодно Всевышнему, и милостью Творца через 13 лет рассыпалось в прах преступное решение о выселении народа навечно, без права на возвращение. Сейчас наш народ сталкивается с другими напастями и вызовами. Мы теряем молодежь в авариях, многие попали в сети аптечной наркомании, и сегодня, как никогда ранее, нашему народу необходимы сплоченность, братство и единство для того, чтобы бороться с недугами, поразившими общество. Ингушский народ всегда с почетом и глубоким уважением относился и относится к богословам, алимам и представителям духовенства. Вне зависимости от их принадлежности к тому или иному течению, тарикату. Среди нас всегда были и есть люди, богобоязненность которых является примером для всех и к мнению которых мы всегда готовы прислушаться. В связи с этим Народное собрание Республики Ингушетия обращается к каждому представителю духовенства, не разделяя их на вирды, тарикаты, течения и мечети, в которых они сегодня руководят. Ко всем, кто радеет за наш народ и готов ради интересов народа оставить все, что нас разъединяет, и обратить взоры на то, что может нас объединить. А причин для единства у нас, несомненно, больше. Консолидация духовных лидеров станет великим благом для народа. Ваше единство во главе с духовным лидером из вашего числа, который сможет сплотить всех имамов и алимов Ингушетии, станет той движущей силой, которая сможет не только сплотить весь народ, но и оказывать весомую помощь в решении злободневных вопросов, с которыми столкнулось наше общество. Ваше единство нужно всему ингушскому народу, государству, духовенству и гражданское общество.
общество должны быть вместе, как единое целое. И, конечно же, единство нам, как самостоятельному субъекту большой и могущественной страны, необходимо для того, чтобы достойно представлять нашу республику, вести диалог с представителями иных субъектов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Дала Барца Болбвей. Постановление о признании решения Путина вместе с обращением законодательного органа будет направлено главе государства. В качестве второго вопроса народные избранники рассмотрели законопроект о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проектом закона предлагается уточнить основными задачами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также права граждан в указанной сфере. Упорядочить определение границ зон чрезвычайных ситуаций и зон экстренного оповещения населения и финансовое обеспечение предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Определить полномочия правительства Республики Ингушетия в сфере государственного надзора области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Этот проект закона, как, впрочем, и многие другие, принимаются сразу во втором и третьем окончательном чтениях единогласно. То же самое решение коснулось и законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Ингушетии в связи с принятием конституционного закона об упразднении Конституционного суда Ингушетии. Данный проект закона у нас успешно прошел процедуру первого чтения. Мы подробно с вами разобрали данный законопроект. Ко второму чтению данный проект закона подготовлен с незначительной таблицей поправок. Из наименования законопроекта понятно, с чем он связан. Как я уже сказал, мы его рассматривали еще на прошлом заседании. Если у присутствующих нет вопросов, возражений, прошу поставить на голосование и принять его во втором чтении с учетом таблицы поправок. Всего депутаты рассматривают 12 законопроектов. Большинство из них необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством. Такая необходимость возникла после принятия поправок в Конституцию Российской Федерации. Изменения в первом чтении также внесли и в закон Ингушетии о культуре. Такие незначительные изменения мы этот проект закона разработали у себя в комитете и предлагаем его, как я уже сказала, в целях приведения в соответствии с федеральным законом. Принятие данного закона не потребует финансовых дополнительных затрат с бюджета. После принятия региональных проектов закона парламентарии приступили к рассмотрению более 13 законодательных инициатив правительства России и Государственной Думы. Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.